Так Бишкек выглядел во время карантина, пустой и безопасный. Тогда в сводках Минздрава каждый день говорилось о 2 или 3 новых случаях заражения COVID-19. В страхе кыргызстанцы просидели на самоизоляции почти 2 месяца и соблюдали все карантинные меры. Многие за время введенных режимов ЧП и ЧС остались без работы и средств к существованию. Большинство попросило помощи у государства, чиновников. Правительство же уверяло, что никто не голодает и помощь поступает всем. Көтөр албайт. Өткөндө көрдүк да кандай кыйналды эл. Карантинге жапканда эмне чыга, пайда чыга. Забастовка кылышат жаштар. Мына иштебей жүрүшөт баары. Алар эмне урурлук кылышабы? Примерно такого мнения сегодня придерживается большинство простых граждан. После введенных жестких ограничений гнев уже не сдержать. Хотя правительство, ссылаясь на несоблюдение санитарных норм со стороны общественности, вновь заговорило об ограничениях. Но народ здесь ни при чем, говорят эксперты. Ведь все следовали рекомендациям республиканского штаба. Месяц назад они же разрешили всем сферам деятельности возобновить свои работы. Пустили городской транспорт, междугородние рейсы. Ошибки были допущены еще в самом начале. Правительство оказалось не готово к пандемии. А ведь штаб по борьбе с коронавирусом открыли еще в январе, а первые больные выявлены были в середине марта. За 2,5 месяца Кабмин ничего не сделал для того, чтобы подготовиться к мировой угрозе. Людей закрыли дома, передвижения не было, но элементарно мы не смогли обезопасить медиков и все равно допустили распространение заболевания, сетуют эксперты. Полного ограничения вводить уже не стоит, потому что сам народ это не воспримет. Экономические потери абсолютно они будут, но мы должны, наша задача правительства заключается, чтобы минимизировать эти потери. Больше всего пострадал бизнес-сектор. Если пропустить сотни тысяч семей, оставшихся без денег, голодными, пошатнулась сфера услуг, затем туристическая отрасль. По подсчетам бизнес-ассоциации, сегодня без работы остались около 700 тысяч человек. Во время ограничений их было в разы больше. Ситуация довольно-таки острая. Могу сказать следующее. В течение 2 месяцев наша экономика получила большой урон. Сейчас мы идем на восстановление, но если мы не будем соблюдать режим, если мы не будем соблюдать правила карантина, я думаю, скоро будут введены некоторые ограничения. Это напрямую будет влиять на деятельность всех предприятий. Многие компании, имея кучу кредитов, просто не смогли восстановиться и закрылись, обанкротились. Остальные держатся на плаву. Однако, если правительство рассматривает второй карантин, то на восстановление утраченного понадобится как минимум 2 года, если не больше. Второй раз экономика не выдержит, говорят бизнесмены. Официальная информация о том, что наш ВВП упал в порядке на 4%, его восстановление, я думаю, на восстановление упущенного потребуется как минимум год, а то и больше, может 2 года. В 2008-2009 годах, когда был финансовый кризис во всем мире, восстановление потребовалось как минимум 1,5-2 года. Я не думаю, что это будет короче этого срока, потому что пандемия нанесла урон еще больше. Количество зараженных растет. Принимать, как говорит Минздрав, жесткие меры нужно. Однако не закрытием городов, районов, в конце концов, людей в 4 стенах, полная остановка экономической деятельности приведет к краху. Кроме как эпидемиологической ситуации, не стоит забывать и об экономической деятельности. Так говорят нардепы, которые просят от штаба других предложений. Отдельные депутаты против повторного введения режима ЧП в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Растущее число зараженных действительно вызывает тревогу и опасения. Если ситуация в течение недели ухудшится, то ограничения необходимы. Но не полная остановка экономической деятельности. Второй раз экономика полной остановки не переживет. Если эпидситуация все же ухудшится, то необходимо вводить ограничения в неблагополучных регионах, на отдельных территориях, где есть очаг заражения. К примеру, в Бишкеке на сегодня работают рынки, где большое скопление людей, а также контроль над их деятельностью городской властью не ведется, несмотря на громкие заявления аппарата мэрии. Пугать людей нет необходимости, пуганые, отмечают эксперты. Легко призывать людей сидеть дома, имея хоромы и миллионный заработок, в то время как население еле сводит концы с концами. Речь идет
идет уже об экс-премьер-министре, который, как говорят в обществе, наварил всю кашу и ушел. Непременно за нынешнюю ситуацию должна ответить те, кто был в начале у руля. Ведь у многих финансовое положение напрямую зависит от ежедневной работы. Например, те же самые водители маршрутных такси. На днях мэрия ими ограничила передвижение по выходным дням, хотя и это ни к чему не приведет, разводят руками специалисты. Элиза Балбакова, Халыбек Абдымамытов, НИУ ТВ.